В 1722 году указом императора Петра I был создан орган, надзирающий за соблюдением законов в государстве. Эта дата в истории российской прокуратуры практически совпадает со столетним юбилеем прокуратуры Чувашии. 1 августа 1922 года к своим обязанностям приступил первый прокурор Чувашской автономной области Александр Петрович Лбов. Прокуратура является вот таким вот надзорным органом, оком, который за всем надзирает за соблюдением законов. И вот эти полномочия, которые были изначально предоставлены прокуратуре, они до сих пор сохраняются. Большая реформа была проведена в 1864 году, большая судебная реформа. Здесь архивные фото и документы, форменное обмундирование прокурорских работников разных времен, раритетное оборудование, награды ветеранов прокуратуры и Великой Отечественной войны, реальные книги приказов, юридическая литература, сведения об истории развития как прокуратуры России, так и ведомства Чувашии. В 2007 году следствие из прокуратуры было выведено в отдельную структуру, был создан Следственный комитет. И, в принципе, вот эта вот история, опыт следственной работы, богатый опыт, который прокурорские следователи накопили, это тоже сейчас вот представлено, это уже история. Поэтому вот мы очень надеемся, что эта экспозиция будет интересна как для граждан республики, так и для гостей республики. Есть и документы, свидетельствующие о трагических моментах репрессий 30-х годов, которые подвергались в то время и многие прокуроры, в их числе и Александр Лбов. Первая встреча с прокурором у меня была в музее. И этим прокурором, с кем я встретился, был Лбов Александр Петрович. Это был первым прокурором республики. Он проводил экскурсию в музее Ленина тогда. Он рассказывал о революционной деятельности. И вот, когда мы спустились в подвал и стали одеваться, и вдруг он почему-то сказал: «А здесь нас пытали». Ну, думаю, как такое может произойти? Это было в 1973 или 1974 году. Я еще красным галстуком. Я никогда не думал, что встреча с этим человеком меня приведет в прокуратуру. В 1956 году политическая пытка длиной в 28 лет для Александра Лбова завершилась. Его реабилитировали. Здесь можно увидеть именно ту значимость и те трудные этапы становления в момент становления советской власти. Действительно, выставка очень интересна тем, что здесь не только архивные документы, да, личные дела первого прокурора Чувашской республики позволит нам лишний раз подрастающему поколению увековечить память наших будущих земляков, показать их подвиг на ниве прокурорской деятельности. Познакомиться с историей становления ведомства в музее вышивки можно весь ноябрь. Затем часть экспонатов вернутся на свое прежнее место – в музей прокуратуры республики. Татьяна Трофимова, Екатерина Никитко, Георгий Кривошеин, Республика.